Здравствуйте, Егор Афанасьевич. Спасибо большое, что нашли время к нам сегодня прийти. У нас праздничные дни мы отмечаем в Москве. 385 лет назад Якутия вошла в состав России. И сразу несколько дат у нас. И 95 лет образования АССР Якутской. И вот на этих днях, которые сейчас в Москве, что вы привезли, что показываете, что интересного? Мы хотели, проводя Дни Якутии в столице нашей Родины, в городе Москва, показать те достижения, которые сегодня имеет республика, ну и, соответственно, привлечь внимание органов государственной власти, инвесторов, проблемам, которые сегодня есть в нашей республике. И, соответственно, программа очень она большая, обширная. Мы это мероприятие еще начали 4 ноября, в День единства. И здесь мы провели очень хорошую службу в Успенском соборе в Кремле, где патриарх московский всея Руси, святейший Кирилл, провел литургию в честь нашей Якутии, в честь этого юбилея. С этого момента мы очень много провели мероприятий в городе Москве, в Санкт-Петербурге, которые, в принципе, представляют нашу Якутию в очень широком аспекте. Это речь идет о экономике, о культуре, о спорте, о тех делах, которые сегодня творят наши люди в этом северном крае. Народы Якутии, они сохраняют свою самобытную культуру, и они очень оригинальные, очень интересны. И далее мы привезли свою традицию, те промыслы, которыми занимался наш народ. Мы возродили все это, мы все это показали, скажем, гостям столицы, москвичам. Далее мы показали свою очень оригинальную кухню, потому что это направление тоже очень много интересует, потому что мы северные люди, и у нас питание намного отличается тем, то, что обычно бывает здесь в средней полосе нашей Родины. То есть мы показываем на выставочных павильонах, на ярмарках все то, что мы имеем. Почему? Потому что у нас очень большая, кроме сильной экономической политики, социальной политики, есть еще и политика, которая связана с возрождением культуры, традиций народов, потому что мы считаем, что в мире происходит so много глобальных процессов, которые влияют на народы, даже доводят до ассимиляции, до исчезновения народов. Для нас это является инструментом защиты этих процессов, поэтому народ сам по себе пошел по этому пути, и, по-моему, сегодня удается, и мы в результате этого сохранимся на долгие века. Скажите, пожалуйста, я еще прочитала, что было несколько Дедов Морозов на открытии Дней Якутии. И вот интересно, как зовут якутского Деда Мороза, что он приносит, какие подарки взрослым и маленьким якутам, в чем его особенности? Понимаете, Якутия, конечно, прежде всего подразумевается как раз теми понятиями, которые связаны с холодом. Потому что полюс холода, где живет человек на планете, находится в Якутии. Мы с холодом связываем свое даже будущее, потому что, по всей вероятности, по тем технологиям, которые осваиваются в мире сегодня, потребуется очень большое количество холода в будущем. По сути, страна наша – это северная, поэтому технологии, которые имеют отношение к холодам, они всегда дают определенные вопросы, на которые надо искать ответы. В частности, речь идет о, например, материалах, которые выдерживать должны холод. И мы решили все-таки этим воспользоваться, и при этом еще поднимая свои традиции, потому что мы испокон веков с холодом связаны. И Дед Мороз, который у нас называется Чисхан, он сегодня является проводником нашей Якутии как бренд, и с другой стороны, ну, как
культурное наше достижение, и в результате получилось так, что ну, все понимают, что правда зима настоящая есть только в Якутии. Холода, вот в данное время сейчас достигает минус 50 градусов. В этих холодах люди не лежат, а работают, творят, созидают. И, соответственно, мы говорим о том, что зима начинается в нашем государстве, в России, с Якутии. И мы объявили, что 1 декабря это та дата, где можно объявить по всей стране, показывая якутс, показывая нашего Чисхана Деда Мороза, с приглашением Деда Мороза с Устюга Великого. Мы приглашали карельского Деда Мороза, татарского Деда Мороза. В общем, это мероприятие сегодня превращается в любимый праздник наших детей, потому что в этот день зажигаются все елки, которые у нас ставят в Якутии. В этот день уже начинается то настроение, которое появляется накануне Нового года. Мы начинаем уже сами подтягиваться, подводить итоги. И, соответственно, готовят подарки, в частности, детишки в этот день все выходят, несмотря на какая температура, там минус 50, минус 55 или 45, выходят на улицу, начинают уже чувствовать вот это настроение. И Чисхан всегда в этом готовит свои маленькие подарки детям, кто хорошо учится, хорошо занимается. И с этого момента и создается та атмосфера, которая сегодня же появляется в целом по стране. Очень интересно еще, конечно, мне хотелось спросить про особенности вашей национальной кухни, потому что сейчас вообще в стране у нас очень большой интерес, и разные открываются, и авторские всякие рестораны. И вот ваши особенности, вашей кухни в чем? Может быть, какие-то самые блюда такие прежде всего, интересные? конечно, это связано опять же, с холодом, потому что северные люди, в принципе, больше любят свежую продукцию. Я не знаю, как и в других регионах, как, но у нас сама территория экологически чистая, и, соответственно, продукция получается то же самое. Очень чистая, поэтому мы в большинстве случаев потребляем свежемороженую продукцию. Это имеется в виду, например, самая знаменитая наша продукция – это строганина. У нас республика богата белой рыбицей. Это начиная с нельмы, муксуна, чира, омуля, которые строгаются, подаются в очень красивом виде. Это целое искусство, как строгать эту рыбу. Здесь у нас проходят турниры, конкурсы, и она оформляется и подается, она очень вкусно. Когда свежая, когда шоковая заморозка идет, минус, скажем, 30-40 градусов. Сейчас как раз рыбалка идет. И вот подледная рыбалка. И, соответственно, вытаскивая рыбу, специально замораживать, специально для того, чтобы получить такую продукцию. Далее у нас очень много молочных продуктов, собственно, которые тоже в основном готовятся под холодом. Это мороженая продукция молочная, интересно тоже, там взбитые сливки, там типа мороженое и так далее. Но немножко они отличаются. С ягоды, мороженое, ягоды подаются как тоже по особому рецепту. Все это в совокупности создает ту кухню, которая она отличается от всех. Вот это первое. Второе, конечно, у нас очень хорошо делают жеребятины и с продукцией коневодства, в частности, кумыс знаменитый якутский. Сегодня я отбиваюсь от тех заказов, которые, кто побывал в Якутии в гостях, они просят, привези одну бутылку кумыса, там 2 кумыса. Ну, поэтому вынуждены наши сегодня предприниматели открывать свои торговые точки в Москве, создавая брендовые продукции. Поэтому мы в прошлом году все-таки определились, что будем поддерживать местное производство, и, соответственно, создается бренд под девизом «Сделано в Якутии». Очень важно это, вот то, что вы сказали, это прямо очень здорово. Я еще знаю, что вы собираетесь строить какую-то потрясающую теплицу, где будут овощи и фрукты выращиваться, да? Да, но здесь немножко по-другому, потому что летом у нас, в принципе, все успевает. Речь идет о коротком лете, но при этом за счет богатства солнца вегетационный срок короткий для растений, но при этом они, для овощей, там, для даже таких, скажем, интересных
продуктов, как ну, арбузы, дыни или там кукурузу, например, они у нас созревают. Очень интересно. Я вот летом приезжали наши гости, например, мои коллеги-губернаторы, я им подарок по большому арбузу в августе подарил с печатью, сделанной в Якутии. И это очень понравилось. Но вот, а зимой этого не хватает. Поэтому мы в Якутске имеем территорию опережающего развития Кангаласы. И при нем с привлечением японских инвесторов формировали проект, который называется, ну, фирма с Северной Японии, с провинции Хоккайдо, Сайюри называется. И вот они согласились начать выращивание овощных в зимнее время. И вот в прошлом году, например, эта теплица уже заработала, теплица по выращиванию помидоров и томатов и огурцов. И мы показали это нашим гостям накануне Нового года, когда красные помидоры раздавали прямо с теплицы. То есть мы сегодня все-таки тот витамин, который должен человек получить в зимнее время, чтобы они с натуральных продуктов получили, вот это тепличное хозяйство сейчас расширяем. В прошлом году ввели одну теплицу, сейчас ее расширяем, а потом договорились так, что и в других районах такие теплицы должны появиться. Вот эту работу начали. И при том еще практически уже реализовали. Не могу не спросить, огромная территория у республики Саха-Якутия, больше, чем Аргентина, а население не такая плотность большая. И проблемы дорог. Конечно, все хотят узнать вот про мост через Лену, как вот эта проблема будет решаться, что будет с малой авиацией. Мне очень приятно, когда вот так задают вопросы. Эту проблему знают все в Российской Федерации, начиная с правительства Российской Федерации, кончая каждым жителем республики. Потому что этот мост является центровым для решения многих проблем. В частности, у нас территория огромная, при этом 60% не имеет круглогодичного доступа. Вообще, там только в зимнее время открываются временные зимние дороги. Это речь идет, каждый год мы строим около, начиная с 12 до 20 тысяч километров зимников. Каждый год. И это, конечно, очень затратно. Для того, чтобы круглогодично обеспечивать наши северные территории, необходимо соединять те дороги, которые у нас есть. Это речь идет о том, что в среднем течении Лены в районе города Якутска встречаются на обеих берегах 3 федеральных дороги. Это называется Колыма, которая идет в сторону Магадана. Это дорога Лена, которая идет с Амурской области. И дорога Вели, которые выходят в Иркутскую область. Вот они разъединены. Если мы построим через реку Лена мост, они объединятся, и мы можем иметь уже доступ по этим дорогам, по и северным, и по западным, и по южным районам круглый год. С одной стороны, с другой стороны, в Якутске тоже под правый берег, не в Якут сам, а под правый берег Лены приходит железная дорога, которая тоже как бы приходит и в тупик попадает. На тот берег где-то там еще и речной порт на другом берегу. Ну и авиация очень большая у нас объем выполняет. И все они могли бы соединиться. И потом в перспективе мы даже предполагаем, что с Китаем можно создать трансмодальный коридор, то есть прямо с юга Якутии. А с юга Якутии до границы Китая рукой подать. И оттуда можно попасть в Севморпуть через Якутию. В этом случае, конечно, очень много вопросов можно было решить. Поэтому эта тема актуальна. У нас сегодня принято решение с правительством Российской Федерации о том, что этот проект надо реализовать на основе конституционного соглашения. И этот вопрос сегодня изучается. Инвесторы проявляют инициативу, по ним работа идет. Проект большой, значит, и до принятия решения очень много вопросов надо проработать. Этим и занимаемся. Спасибо вам большое за очень интересные ответы. Еще, конечно, хотелось бы разговаривать и разговаривать. Успехов во всем. Мне очень понравилось, что Якутия – это такая кладовая холода, к которой потом будут все обращаться, все страны мира, я так понимаю. Поэтому у вас очень большие перспективы. Еще раз спасибо большое и с Днями Якутии. Спасибо.